Что такое сон, в этом доме забыли еще 2 месяца назад. Тогда у Берсановых появились тройняшки. Это событие в семье считают большим счастьем, хотя и нелегко следить за малышами. Ночами не спят, плачут по очереди, конечно. И бутылки давать им надо. شحالات مديزة سيت مديزة بيش تعصن متخلقة خلج يا أمي أو حاجة قدك да ларцавук. Али, Хасан и Хусейн не привыкли ждать. Кормить надо всех одновременно. Выход из положения — своего рода подставки из детского белья. Маме на подмогу всегда приходит бабушка. Она помогает невестке ухаживать за детьми. Лишь у 2 женщин в республике в 2015-м на свет появились тройняшки. Зарема может гордиться. Она в числе тех редких счастливец. В целом демографическая обстановка в регионе хорошая. В Чечне самый высокий показатель рождаемости во всей стране. Хотя в этом году число родившихся детей ненамного снизилось. В 2015 году родилось более 29 тысяч малышей, тогда как в предыдущих годах эта цифра составляла свыше 30 тысяч. Вообще сам показатель рождаемости, он складывается из многих составляющих. Вот основные составляющие, где-то процентов на 70-80, это социальные причины. Туда входит в первую очередь защищенность населения при наличии больше, чем 2 детей. Это какие-то льготные выплаты, если семья многодетная. Ну и с учетом того, что, допустим, после рождения 2-го ребенка родители получают материнский капитал, то с последующими детьми они его не получают. То есть у них тоже нет, как сказать, стимула для того, чтобы у них в семье появился еще 3-й, 4-й, 5-й ребенок. В этом году специалисты отмечают и снижение уровня младенческой смертности. Теперь практически во всех роддомах есть реанимационные отделения. Детей с врожденными патологиями могут лечить практически во всех учреждениях в экстренном порядке. Только в Центре матери и ребенка имени Аймани Кадыровой в этом году спасли 10 тяжелых новорожденных. По сравнению с прошлым годом, где смертность составила 239 умерших новорожденных, в этом году у нас снижение ровно вдвое, на 52%, и составило 125. Самое радостное из всего – это наши выжившие 10 детей с экстремально низкой массой тела, от 500 до килограмма. И получилось у нас это сделать благодаря современному оборудованию, которое находится в отделении. Сейчас с врожденной патологией здесь лежит 18 малышей. Они под круглосуточным наблюдением специалистов. Причина болезни – безответственное отношение матерей к своему здоровью во время беременности. Вся основная патология стекается к нам из всей республики. Патология желудочно-кишечного тракта у нас очень часто наблюдается. Гастрошизис, атрезия пищевода. Это связано с тем, что мамочки во время беременности недостаточно обследуются, не выполняют весь тот комплекс лечебно-диагностических мероприятий, которые предусмотрены нашей программой. Несмотря на хорошую оснащенность, в больницах ощущается острая нехватка неонатологов и реаниматологов. Для решения проблемы дефицита кадров уже приняты соответствующие меры при подготовке специалистов медицинского профиля. Также в рамках программы развития здравоохранения региона таким специалистам выделяют стимулирующие выплаты. Аза Исаева, Луиза Хатуева. Новости.